Историю делают люди. Люди, а не абстракции, вроде движущих сил, феодальная или капиталистическая формация. Люди же в своих поступках руководствуются и абстрактными соображениями, и эмоциональными откликами, и бытовыми потребностями. Револьт Пименов. Здравствуйте. Я очень люблю цветы. Разные. Но до поры до времени я стеснялась говорить, какие цветы мои самые любимые. Сейчас я хочу сделать это признание. Я очень люблю розы. Но ведь розы любят все, а так хотелось быть оригинальной. Молодость. Но молодость – это недостаток, который очень быстро с годами проходит, заметил один мудрец. Я очень люблю васильки. Они напоминают мне мое безмятежное детство. Почти каждые летние каникулы я проводила в деревне, на родине моего отца, где можно было, не думая о времени, бродить по полям ржи и плести венки из васильков. Сейчас там васильки не растут. Васильки – это сорняки, и их вытравили. И последнее признание. Я очень люблю герань. Домашний, неприхотливый цветок, ставший символом мещанства, обывательства и домашнего уюта. Старые фото, сохранившиеся вещи материального мира, дома, построенные еще в то время. Знаки прошлого, наша вечная ностальгия. Но, пожалуй, ничто так не завораживает, как документальный кинокадр архива. Немые, черно-белые, движущиеся картинки. Их безыскусная череда оказывает на нас неотразимое, почти мистическое воздействие. Вот Сыктывкар, или еще Уссысольск, дата съемки не сохранилась. Ясно только, что неизвестный оператор снимал эту городскую панораму со Стефановского собора. Больше просто неоткуда было. А собор снесли в 1932. Зато здесь все точно. Сыктывкар, 1931 год. Празднование 10-летней годовщины Коми автономии. Все как положено. Пламенные речи местных вождей, самодеятельность, аплодисменты. Пафос, который сейчас, спустя десятилетия, не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки. Так все знакомо, наигранно, шаблонно. Так что же тревожит, что не дает оторвать взгляд от экрана? Тайна жизни и смерти? Завораживающее сознание того, что большинства из этих людей, молодых, улыбающихся, полных жизни и энергии, уже нет живых? А может быть, просто все дело в том, что эти кадры старой кинохроники, несут с собой сакральную печать времени, нечто неповторимое, безвозвратно ушедшее. Лица людей. Вот что захватывает прежде и сильнее всего. Лица людей того времени, родные и чужие одновременно. И суть не в антураже из старых домов и старых фасонов. Просто есть что-то неуловимо отличное в прищуре глаз, в манере говорить и улыбаться, в полубороте головы. Трудно облечь это отличие в зримые одежды слов. Просто ощущаешь его полно и точно. Это середина 30-х годов. А здесь конец 60-х. А эти кадры были сняты вчера. 100 лет назад, в конце прошлого века, средний рост новобранцев Зарян Вологодской губернии, призываемых в российскую армию, был чуть меньше 166 сантиметров. Причем заряне еще значились среди самых высоких. С тех пор человечество заметно подросло.
На кинопленке же это реальное антропологическое отличие в глаза не бросается, не чувствуется. Зато старая пленка выпукло и точно передает изменения внутреннего духовного мира человечества. У режиссера Александра Сокурова есть документальная лента, которая называется «Духовные голоса». Так вот, немое кино прошлого доносит до нас духовные голоса живших тогда людей, наших соотечественников, земляков. Впрочем, не всякое кино и не всякие кадры. Есть голоса истинные и голоса фальшивые. И есть кадры, живые и мертвые. Оператору кажется, что он снимает суть события, квинтэссенцию времени. Вот эти кадры. А время затем правит безжалостной рукой. Нет, это фальшивка, клише, бездарная имитация. Эти кадры немые, в прямом и переносном смысле слова. Здесь неразличимы неповторимые голоса людей. Здесь люди-марионетки, люди-функции, статисты в чужой бездарной игре. Так называемое документальное кино на самом деле в течение длительного времени снималось в режиме постановки. Постановочные события, лозунги, речи, постановочные улыбки. Ложный пафос, за которым трудно ощутить атмосферу времени, почувствовать, чем жили, что любили и ненавидели, о чем мечтали люди того времени. Но самое интересное, что иногда и такие, казалось бы, мертвые сюжеты несли с собой второй план, смысл которого до поры до времени был сокрыт от нашего внимания. Вот один из таких сюжетов, посвященный торжественному пуску нефтяной скважины. Место и время съемки неизвестны. Мы можем только догадываться, что дело происходит на одном из месторождений под Ухтой, в конце 40-х, начале 50-х годов. Сверхзадачи, которые пытались донести до зрителя авторы сюжета, вполне в духе времени. Советские нефтеразведчики отвоевали у природы еще один источник пополнения запасов черного золота. Кажется, сюжет как сюжет, символ торжества социализма и победы над природой. Вот буровая вышка, вот торжественный поворот задвижки, вот нефтяной фонтан, вот виновники торжества. Но постойте, при чем здесь люди в фуражках? Безвестный оператор, сам того не желая, приоткрыл нам неприглядную, тщательно скрываемую изнанку славных побед того времени. Эти офицеры — гулаговское начальство. Эти ударники нефтеразведки — лагерные заключенные. А это их общая радость — жуткая специфика того времени в отдельно взятой стране. А это сюжет снят уже в 70-е годы под самой распространенной тогда рубрикой «Героизм производственных буден». Правильные лица, правильная работа. Но вот он, момент истинной российской безалаберности, незамеченный то ли оператором, то ли режиссером, по недосмотру избежавшей корзины. Трубоукладчик по обледеневшему склону сползает всей своей чудовищной массой на зазевавшихся работяг. План либо недоснят, либо обрезан при монтаже. Мы можем только надеяться, что в тот раз все обошлось. Впрочем, если вы помните документальное кино того времени, вам должно быть ясно: ни катастроф, ни аварий, ни несчастных случаев в советской стране не было и не могло быть. Так писалась документальная кинолетопись времени. Немые, черно-белые, движущиеся картинки. Еще и еще раз просматривая их с неслабевающим интересом, начинаешь приближаться к простой истине. Может быть, в стремлении зафиксировать внешнюю череду мнимых и действительных событий мы упускаем что-то такое, что кажется нам незначительным, само собой разумеющимся сегодня, но что уходит безвозвратно и, возможно, будет самым важным для тех, кто через 50-100 лет захочет понять, ощутить, почувствовать наше время.
в руках книга с рецептами коми народной кухни. Читаем: картофель запеченный, пражий там картофель, картофельное пюре, картофельная запеканка, дичь с картошкой, мясо с картошкой. Картофель прочно вошел в коми народную кухню, и вряд ли сейчас вообще кто-нибудь себе может представить жизнь без картофеля. А вот в Национальном музее Республики Коми на экспозиции есть вот такой похвальный лист. Подписан он не кем-нибудь, а министром государственных имуществ, генерал-адъютантом графом Киселевым. И выдан этот похвальный лист в 1849 году, всего 150 лет назад, удорскому крестьянину Аверкию Калинину, за то, что он содействовал в разведении картофеля. И не только похвальный лист выдан, но и денежная премия, очень большая по тем временам, 15 рублей серебром. Спрашивается, за что же награждали всего 150 лет назад? Неужто только за содействие в разведении картофеля? И вот конец 20 века. Мы с вами в центре Сыктывкара. За нами необъятные картофельные плантации сыктывкарцев. А рядом со мной историк, доцент СГУ Петр Павлович Котов, специалист по истории земледелия в Коми-крае, вот автор книги о земледелии в Коми-крае. Обычно разведение картофеля и в России, и в Коми-крае в том числе, связывает с Петром Первым. Однако существует и другая точка зрения о том, что картофель на севере появился раньше, чем в центральной полосе, раньше, чем на северо-западе. Связано это было с тем, что при Иване Грозном голландские и английские купцы получают довольно значительные льготы по торговле, распространению там товаров, в том числе и некоторых зерновых сортов, там, культур и так далее. Их фактории к середине 17 века появляются уже в районе Великого Устюга. И вот именно в 17 веке до нас доходят такие первые смутные сведения о том, что картофель появляется. По крайней мере, в месте слияния Вычегды и Суханы. То есть можно предположить, что и в какой-то степени некоторые из Коми, наверное, были знакомы. Далее Петр Первый. Но Петр Первый, также я считаю, что с ним не совсем правильно связывать разведение, распространение картофеля. Дело в том, что он завез очень небольшое количество этого картофеля, и оно было распространено среди населения, главным образом, Петербургской губернии. Это даже не дошло до второй столицы, ну, тем более, я думаю, и до севера. А вот более серьезное внимание на эту проблему, связанную с более глобальной проблемой обеспечения населения продуктами питания, проблема выживания, в том числе крестьянского населения, это скорее уже середина 18 века. Проблема тут не в том, что правительство очень заботилось о крестьянстве, о населении простых сословий, а вопрос был в том, что любой выморочный год приносил громадные убытки, потому что население просто-напросто не могло платить налоги. Поэтому правительство Екатерины II, осознав важность вот этой новой сельскохозяйственной культуры, в 1765 году издает специальное наставление, она так называлась, подписано было от имени правительствующего Сената. Это 31 дня мая месяца 1761 года. Там расписывалось все четко, как от начала, как готовить почву и до того, как практически хранить этот картофель. Когда появляется очередное наставление 1797 года в Архангельске, в Мизене и даже в Печорском крае, попытки распространения картофеля вновь активизируются. Петр Павлович, тогда почему же через 50 лет после столь ценных указаний и попыток крестьянину Аверкию Калинину судари выдали похвальный лист и денежную премию солидную за то, что он способствовал распространению картофеля? Вопрос в том, что вот эти все попытки до 1840-х годов, да,
они были, ну, в большей степени не политикой, не системой в распространении картофеля. Это во многом была инициатива губернаторов или частных лиц. По поводу, скажем, частных лиц в Коми крае, у меня, например, есть сведения, что уже в 1766 году некто там Ивашка, там фамилия не указан, уже каких-то там 3 земляных яблока завез. То есть это частные лица или, в конце концов, частная инициатива местных властей. А вот начиная с 1842 года в казенной деревне, это казенные крестьяне, которые на севере представляли главную часть населения, а в Коми крае это более 90% населения, и удельные крестьяне, в удельной деревне, то есть среди удельных крестьян с 1842 года вводится обязательная посадка картофеля не менее 15 квадратных сажений в поле. И как крестьяне отнеслись к этой инициативе правительства? Ну, скажем, наши соседи, Вятская губерния, вся восстала. В целом, вся губерния. Практически не действовала ни один орган власти в течение 2,5 месяцев. То есть это было очень серьезно, такое волнение. Да и в других губерниях это также. Поначалу, в 1841 году, это было сделано в 38 губерниях. И вот тогда начались эти так называемые картофельные бунты. В 1942 году решено было среди всех государственных казенных крестьян и удельных, вот о чем я говорил, обязательные посадки 15 сажений среди всех, во всех губерниях, в том числе в Коми крае. Далее, но правительство осознало, что нужен не только кнут, нужен и пряник. В связи с этим, в том же 1842 году было определено, если крестьянин в поле высевает на мужскую душу более 15 квадратных сажений и получает урожай выше, чем в среднем по губернии, в которой он проживает, тогда эти крестьяне награждались. Во-первых, были введены золотые и серебряные медали, во-вторых, денежные солидные премии. Премии, которые были от 10 до 15 рублей. Ваш пример говорит о том, что данный крестьянин получил какие-то очень замечательные результаты, потому что премия высшая. Я должен здесь оговорить еще один момент. Успех был налицо в основе своей. Как сказать, среди большинства крестьянских хозяйств был настолько, так сказать, виден, что вот как раз в 1849 году и премии, и медали были отменены. А тогда чего же крестьяне бунтовали-то по первоначалу? Что же они такие дураки были? Картошка же отличная вещь. Это была совершенно новая культура. Что значит у нас ведь некоторые до сих пор не могут кушать бананы и считать, что это мыло там и так далее. То есть они ведь даже их не выращивают. А что значит, если бы нас здесь попытались выращивать, может быть, не бананы, а вот. Кукурузу ж выращивают. Кукурузу это другое дело. Тут уже чисто насильное, причем, может быть, та культура, которая как раз на севере не могла прижиться. Ведь здесь еще один момент. Скажем, если обратиться к другой сельскохозяйственной отрасли. Свиней, например, на севере практически не было. Очень было мало. А вот когда тот же административный метод насильно заставили после 1917 года, смотрите, что мы сейчас имеем. Так, возвращаемся, как говорится, к картошке, да? Еще один момент. Я должен сказать, для меня, например, достаточно любопытный. Я с детства помню, что вот когда распространялась картофель, а как правило, это с Петром Первым, опять же, было связано, повторюсь, крестьяне, они были такие, что не знали, и взяли там, срезали вот эти верхнюю часть, травились и так далее. Я сколько, проводил изыскания в архиве, я таких фактов ни одного не встретил. Мы учтем, я повторяю, было наставление 1765 года, в течение 2 лет в каждой церкви при любых молитвах это наставление зачитывалось священниками в обязательном порядке. А, скажем, в 1844 году появляется еще одно наставление, изданное и любопытное с нашей точки зрения какое. Там дается главная, ценность, может быть, этого наставления, второго, 1844 года. То, что там сделан упор
о пользе картофеля. И довольно большая глава посвящена, как из картофеля делать самогонку. И это было, ну, как бы, даже не то, что не запрещалось, а поощрялось. Это продукт картофелеводства. Если я не ошибаюсь, именно это постановление было переведено коми-крестьянином Филиппом Якимовичем Поповым на коми-язык, за что он тоже получил благодарность. Да, именно оно. Это было первое постановление о картофеле, документ на коми-языке, кстати говоря, переведенное трудами замечательного коми-крестьянина Филиппа Якимовича Попова. И последний вопрос. А когда все-таки картошка стала обычным делом-то у нас? Обычным делом, я думаю, что она стала в начале 20 века, когда посевы уравнялись с озимыми. Вот в это время. Рубеж 19, начало 20 века. Значит, картошка в нашем крае довольно молодая культура. И вот что интересно, когда крестьян заставляли по первому времени сажать картошку, сажать-то они ее сажали. Приказ начальства есть приказ. Только на всякий случай не выкапывали. Ну а теперь у нас наоборот. У нас стараются ее выкопать, но не сажать. Сажают пускай другие. Так меняются времена и нравы. Сегодня я хочу рассказать о творчестве живописца Владимира Ермолина, живущего в Сыктывкаре. Но наш рассказ я должна начать с родителей Владимира, известных художников нашей республики. Народный художник России Рэм Николаевич Ермолин более 20 лет руководил Союзом художников Коми, занимался общественной деятельностью и плодотворно работал творчески, написав огромное количество холстов, повествующих о Коми-земле и ее людях. Елена Федоровна, мать Владимира, уроженка Ленинграда. В городе на Неве она познакомилась с Рэмом во время его учебы в художественном институте. Елена Федоровна – чуткий и талантливый человек. Она очень многому научила сына. Володя рос в особой среде, навеянной художественной культурой Санкт-Петербурга, среди творческой интеллигенции Республики Коми. Жизнь его родителей, богатая событиями, поиском, общением с людьми самых разнообразных профессий. Интерьер квартиры заполняет уникальная коллекция рисунки, акварели, живопись, линогравюры и ксилографии, подаренные семье Ермолиных известными художниками. Творчество какого художника ближе тебе? Ермолина Рэма Николаевича или Ермолина Елены Федоровны? Но их творчество я вообще не отделяю от творчества русского изобразительного искусства, российского изобразительного искусства и советского изобразительного искусства. А поскольку я сам работаю в этом же плане, то мне одинаково близко творчество отца и матери. Мать в каких-то моментах, она, конечно, более живописная, но у отца есть свои такие качества, которые я бы хотел видеть в своих работах. Ясность выражения мысли, например.
очень четко тональная разработка, живописная разработка темы. Как мастер он, конечно, большой. И то же самое у матери. Она немножко тоньше по живописи. Не мешала ли тебе, твоему творчеству, слава твоих родителей, как живописцев республики? Слава родителей как художников. В общем-то, как художнику, наверное, нет. И, скорее всего, слава отца для меня значения особого не имела, потому что это мой отец. Я воспринимал не только как художника, а как отца. Я у него многому учился, и у матери, и у отца. Ну как? Поскольку, конечно, я вырос в семье художников и постоянно видел их работы, влияние работ отца и матери, конечно, на моем творчестве сказывалось в определенный момент. И меня иногда укоряли на выставкомах в том, что вот эта работа, ну, скажем, очень похожа на Рем Николаевича Ермолина. На что я ответил, что это все-таки школа, и если я похож на такого мастера в данном моменте, то я этим тоже горжусь. Но это определенный период ученичества, это, видимо, прошли все художники, должны пройти. Приверженность к каким-то определенным течениям в искусстве, к определенному художнику. Вот важно в дальнейшем уйти от авторитета, от давления какого-то мастера. Если смог художник найти свое, значит, все нормально, он вырвался из-под какого-то влияния. Сказать, что мешала известность отца как художника, я думаю, что нет. В чем-то помогла. Я ведь слежу постоянно за твоим творчеством, за развитием его. И знаю, что ты писал портреты. Почему все-таки ты выделил всех жанров пейзаж, а от портрета отошел? Не знаю, мне с природой проще общаться, чем с людьми. Просто поэтому. Скорее всего. Какое любимое это состояние природы? Время года? Мое любимое состояние природы – это природа. В любое время года, в любое время дня. Любимое тогда состояние, когда совпадает с твоим настроением. Скорее всего, вот так вот. Вот тогда хочется писать. Когда что-то увиделось, может быть, внезапно, может быть, что-то такое. Это не важно, когда. Ночь, день, лето, осень. Вот сейчас на последней своей выставке, на среди твоих последних работ, очень много самых различных состояний погоды. И самое интересное, что ты стал писать даже дождь. Ну, природа тут вообще ни при чем. Это все, конечно, только от меня зависит. Ну, с годами приходят другие интонации, находишь в природе, которые не видел в юности. И, может быть, забываешь то, что видел в юности, как-то уходит. Ну, так жизнь, она меняется. Меняюсь я, меняется природа, которая мне нравится. Однако тема неба, тема облаков у тебя постоянно развивается и продолжается даже сейчас. А вот тут, да, вот небо я как-то люблю писать. Небо. В моих пейзажах в основном много неба. Вот, кстати, вот отец мой в пейзаже писал мало неба. Ну, в картинах, когда присутствовал пейзаж. Когда ему на это говорили, что мало неба, он говорит, я человек земной. Писал больше земли. Ну, выходит, что я больше смотрю на небо. Жанровый диапазон Владимира Ермолина разнообразен. Среди его работ мы видим портреты, натюрморты, пейзажи. В портретах
Владимир акцентирует внимание на личности модели. В основном они написаны на глухом фоне. Он скуп и лаконичен. Пейзажи предпочитает небо, облака, луну, а в натюрморте любит писать обманки. И Владимир был победителем конкурса юморины в Габрове. Село Иб – благодатное место. Затейливо разбросанное на живописных холмах, оно несет в себе особую духовную силу и величие северной земли Коми. Архитектурным центром села является Свято-Вознесенский храм, построенный на самом высоком холме. Он объединяет и венчает с собою огромное пространство. И в отличие от многих храмов и церквей, поставленных на нашей северной земле, все долгие опальные годы служил православию, сея христианские заповеди миру. И неудивительно, что Рэм Николаевич Ермолин облюбовал живописное место на высоком берегу Сысолы, построил мастерскую, и с той поры это село стало местом паломничества художников, писателей, ученых, так как красота этих мест дает большой творческий потенциал и очищает душу. И в большом гостеприимном доме есть удивительная стена, стена автографов, где расписываются многочисленные гости.